Нет любви более искренней, чем любовь к еде. С цитатой Бернарда Шоу здесь согласны все. Все в лучших традициях столовой. Добрые повара и вкусная еда. 15-я школа в селении Средние Очулки – одна из претенденток на звание лучшей школьной столовой. Аза Акбиева и ее юные помощницы в синих фарточках и платочках накрыли по-настоящему роскошный стол. Шеф-повар готовит для школьников уже 4 года, знает предпочтения каждого. Дети мои учились, сейчас учатся внуки. Поэтому к работе подхожу со всей ответственностью. И поэтому мы в школе готовим все то, что желают наши дети и их родители, их предпочтения. Все самое свежее, домашнее. Главные критики, конечно, дети. Маленькие дегустаторы определенно довольны меню. Грызть гранит науки на сытый желудок куда легче и приятнее. Сафина Тутаева школьные завтраки никогда не пропускает, хоть и успевает поесть перед уроками дома. Вот бывает такое, что утром приходишь заранее и просишь, вот это мне отложите, вот у тебя есть такое? Да, есть, конечно. Ну, наверное, пицца наша школьная. Вам пиццу готовят в школе? Да, конечно, готовят. А еще какие необычные блюда у вас есть в столовой? Ну, много необычных блюд, борщ готовят, овсянку нам утром могут сделать. Каждый повар говорит как один, главное делать с душой. Вкусовые предпочтения школьников для них не секрет. Акцент здесь в первую очередь делают на качестве продуктов. Продукты обрабатываем, стерилизуем, все делаем четко, потому что там в школе и наши дети как бы не были. И мы стараемся все, чтобы было хорошо, чтобы безопасно, вкусно, и чтобы дети хотели кушать, а не просто приходили в столовую. Конкурсантов оценивает профессиональная комиссия, состоящая из экспертов научных учреждений и индустрии питания. В составе жюри представители Роспотребнадзора. В рамках своей компетенции, естественно, мы посмотрим визуально столы, какое санитарное состояние столов, и будем, конечно же, наводящие вопросы задавать. То есть это при каких условиях готовились данные блюда, соблюдалась ли технология приготовления блюд, и будем оценивать наличие спецформы у работников пищеблока. Официальная же часть проходит в актовом зале 4-й Сунжинской школы. Место выбрано не случайно. Именно это образовательное учреждение стало призером республиканского этапа в прошлом году. Финал конкурса открывают тематическим танцем. Всероссийский конкурс «Лучшая столовая» организован Министерством просвещения России и Всероссийским педагогическим собранием. Он проходит в 3 этапа – муниципальный, региональный и федеральный. Участвуют как сами общепиты, так и его работники. Стаж и возраст значения не имеют. После того, как концепция будет готова, регионы смогут взять опыт лучших школьных столовых на вооружение, чтобы сделать обеды учеников вкуснее и доступнее. В целях популяризации мастерства наших поваров, обмена опытом, совершенствования культуры приготовления еды для детей наших. Мы этот конкурс проводим ежегодно. Всего в региональном этапе участвуют 6 школ. Решение для жюри непростое, но свой выбор комиссия сделала. Первое место присудили 4-й школе Кантышева. Именно она будет представлять Ингушетию на федеральном этапе в Саранске этой осенью. Второе место между собой поделили 3-я Карабулакская и 21-я Назрановская школы. Третья же за остальными 3 – Амина Зязикова, Мавладгири Ахильгов, Магаз 24.